Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале АЗДА ТВ на русском, в студии Елена Митченко. Главная тема этой недели – визит Эмомали Рахмона в Европу. 22 апреля президент-диктатор Таджикистана отправился с официальным визитом в Италию и в Ватикан. Там он встретился с президентом и премьер-министром Италии и подписал 7 новых документов. В этой поездке Эмомали Рахмона сопровождали несколько министров, в том числе и министр внутренних дел Рамазан Рахимзада. Это важный момент, потому что обычно Рахмон не берет с собой в зарубежные поездки руководителей силовых структур. В дни, когда Рахмон был в Риме, активисты группы 24 отправились в столицу Италии из разных стран Европы, чтобы принять участие в протесте против визита диктатора. Но сделать акцию не получилось. Итальянская полиция задержала 8 человек перед зданием Дворца нации Италии, когда они ожидали приезд Эмомали Рахмона. 23 апреля в Риме также состоялась встреча главы МВД Таджикистана и главы МВД Италии Матео Пьянтедози. Они обсудили несколько вопросов, среди которых задержание и экстрадиции разыскиваемых лиц в Таджикистан. Рамазан Рахимзада заявил, что некоторые из преступников отправились в Европу, в том числе в Итальянскую республику, под предлогом получения убежища и скрылись. Никого конкретно он не упомянул, но все знают, что в странах Евросоюза нашли убежище диссиденты и оппоненты диктаторского режима Таджикистана, которых таджикские власти называют преступниками. Рахмонов поехал туда не с официальным, не с государственным визитом. Он поехал туда туристом, захватив с собой Рамазан Рахимзаде, или как его там, этим самым говоря, что этим самым он говорит своим внутренним элитам, что Рамазан близок ко мне. То есть это там внутриполитическая кухня, где он говорит, что это близкий мне человек. Больше ничего. Рамазан Рахимзада не мог ничего, потому что в Европе, не в Европе, а в таких в странах, где есть институты государственности, 4-летний или 5-летний срок правления какого-то популиста большую погоду не делает. Там работает система. И вот когда нам говорят, что это будет плохо для мигрантов, другое, третье, ничего подобного. И там будут институты работать. Если у тебя есть, скажем, если ты соискатель международной защиты и у тебя есть аргументы, независимо от того, там Трамп, там, не знаю, Ле Пен, там кто бы ни был, если у тебя есть аргументы, ты получишь свою международную защиту. Если у тебя есть аргументы, и ты не мог их донести, это твоя проблема, а не проблема избирателей в Италии или во Франции. Получается, что Рахмон просто за деньги налогоплательщиков и таджиков поехал себе отдохнуть и развлечься в Италии? Он уже эти деньги потратил на этот самолет, а этот самолет полетел туда. Это уже не большие расходы. Деньги он потратил давно. Все, что мог уже потратить. За 90 с чем-то миллионов купил себе игрушку, который никуда не летит, потому что этот человек сегодня изгой на мировой арене, и он с этим самолетом никуда не может лететь. Сегодня ему вся структура власти, российская и таджикская, и, может быть, не знаю, даже узбекская, киргизская, казахская, белорусская, работала над тем, чтобы достать для него какое-то приглашение в какую-то Италию, где получили власть такие же, приблизительно очень близкие по духу к Рахмону люди, и им ничего. Может, завтра его пригласят в Венгрию, я не удивлюсь.
Словакию тоже не удивлюсь. В соцсетях было много реакций на это событие. Например, журналист Тимур Варки написал, что в 1945 году в эти дни был расстрелян Муссолини, а теперь президент Италии принимает и подает руку диктатору Таджикистана. Итак, почему руководство демократических стран ЕС принимает Эмомали Рахмона? Какие последствия этого визита для таджикских активистов и оппозиции? Ответы на эти вопросы далее в выпуске. Господин Кабери, тема, о которой я хотела бы с вами поговорить, это визит Эмомали Рахмона, президента Таджикистана, в Европу, в Италию. Почему до сих пор, после стольких лет репрессий, после стольких историй, которые произошли в Таджикистане, после всего того, что режим Рахмона делает в своей стране, почему европейские лидеры до сих пор его поддерживают? Это для Европы старая практика. Были еще диктатора похуже. Каддафи, который не только был диктатором, узурпатором, но и он еще сбил американский самолет, в котором летели европейцы. Его вина была доказана, он платил компенсации, но тем не менее он был большим другом европейских столиц. Он посещал и Париж, особенно Италия. Он был личным другом Берлускони. И так что для Европы это вполне старая практика, правда, очень печальная практика. Но так что я лично не удивлен, хотя многие таджикские политики, политологи, которые особо не разбираются в тонкостях европейской политики, они удивляются, они даже не в недоумении. Но те, которые знают хорошо европейскую политику, они понимают, что это не первый раз. До Рахмона были другие диктаторы. Ислам Каримов несколько раз был. Кстати, сам Путин, которого сейчас Европа считает нелегитимным президентом, он раньше был большим другом почти всех европейских западных государств. А какие могут быть последствия этого визита для представителей таджикской оппозиции и активистов, которые проживают в Евросоюзе? Этот вопрос возникает в том числе из-за того, что поехал с министром МВД, который говорил о том, что в Европе скрываются преступники, которые бежали из Таджикистана. Да, министр это сказал, он это говорил и раньше, в других встречах с европейскими коллегами. И какой может иметь последствия для таджикских оппозиционеров и мигрантов? Наверное, прежде всего психологические, потому что многие думают, что если подписаны какие-то договора, соглашения, и Европа принимает Рахмона, это, наверное, там за этим будут последовать какие-то конкретные шаги, но на самом деле это не так. Если для Рахмона это очередная возможность для, скажем, пропаганды, что вот его, несмотря на все заявления оппозиции, он еще рукопожатный в Европе. И также для европейских государств, особенно для правительств, которые имеют правый электорат. А итальянское сегодняшнее правительство – это в основном коалиция из правых популистских сил. Для них, для Трампа, для других правых популистских сил в Европе приглашать таких диктаторов, как Рахмона, это не то что позорно, но еще добавляет несколько процентов, наверное, голосов избирателей, потому что они, когда подписывают такие соглашения и преподносят это своим избирателям таким образом, что вот достигнута договоренность с этими президентами о том, что они больше не будут отправлять к нам мигрантов, более того, они готовы принимать у себя своих мигрантов. А это для европейского избирателя очень больная тема. Все, в основном, основная часть европейских избирателей против новой волны миграции, поэтому тут все стороны как бы заинтересованы в таких поездках. Но для нас, конечно, это
Этот вопрос довольно острый, потому что мы поднимали, будем поднимать этот вопрос во время наших встреч в европейских столицах о том, что Европа прибегает к старой своей тактике двойных стандартов, когда вводит санкции против одних диктаторов, например, против Путина, Лукашенко и так далее, но принимает на себя других диктаторов, которые по некоторым параметрам намного хуже, чем Лукашенко, например. Если Лукашенко сажает в тюрьму своих оппонентов 20 лет, 25, Рахмон сажает не только политических оппонентов, но и блогеров, адвокатов на пожизненный срок или максимальный срок 30 лет. Так что это уже явный двойной стандарт, двойной подход. И это тема для нашего разговора во время наших встреч с европейскими политиками. Эти заявления по поводу мигрантов, что там надо их депортировать, да, надо искать этих преступников, они останутся на уровне таких политических заявлений или все-таки могут быть какие-то последствия, скажем так, в реальности, на практике? Нет, последствия, они, естественно, будут, потому что среди мигрантов есть немало преступников, и есть лица, которых подозревают, и не беспочвенно подозревают в связи с террористическими и экстремистскими организациями. И тут не надо обвинять европейских государств, что они необоснованно выдворяют или арестуют мигрантов. Но если арестовали мигранта, и он преступник, это не значит, что если он человек-мигрант, он не может совершить преступление. Но проблема в том, что незнание реальности, что происходит в Таджикистане, какая там ситуация, какой режим во главе государства. И используя вот этот момент, европейские чиновники, функционеры могут допустить или ошибку, оплошность. Я надеюсь, что это не преднамеренно. Например, в случае с Абдулло Шамсидин, который сейчас сидит в тюрьме, несмотря на все наши старания, немецкие власти, миграционные власти, они не поверили, и они все-таки депортировали его, и он сейчас сидит в тюрьме. Таких случаев было немало. Это нас, конечно, беспокоит. Я боюсь, что после этих соглашений количество таких дел будет расти, но все-таки есть надежда, что оно не будет носить такой общий характер. Все-таки европейские государства будут придерживаться своих внутренних норм, и основная масса мигрантов, которые нуждаются и заслуживают политическую защиту в Европе, они будут находить эту защиту здесь. Господин Кабири, и еще один вопрос. На акции протеста в Риме не было представителей ПИФТ и не было активистов от ПИФТ. Почему? Этот вопрос мы обсуждали. Первоначальное решение было, что мы отправим своих представителей, но потом с учетом того, что все-таки там нет в Италии нашего представительства, кто мог бы на месте организовать, получить разрешение на проведение протестных мероприятий, а для этого необходимо получить заранее. Мы ни в коем случае не хотели бы ни в Риме, ни в других столицах иметь плохие отношения с местными правоохранительными органами, а в случае, когда нет официального разрешения, могут быть проблемы, скорее всего, проблемы с другими участниками, представителями других оппозиционных партий, как раз было в этом. И поэтому мы решили менять тактику. Мы вместо этого провели несколько акций в других европейских столицах возле итальянского консульства или посольства, также представительства Италии в Евросоюзе и так далее. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, а в комментариях пишите, как вы считаете, почему руководители демократических стран встречаются с диктатором Эмомали Рахмоном.